Проблема домашнего насилия, она давно обсуждается в нашем обществе. Другое дело, что многие трудно признать, что эта проблема существует. Я понимаю, что это связано с нашими традициями и все остальное, но мы не можем допустить, чтобы государство не регулировало эту проблему. Проблемы существуют. Об этом говорит статистика в общественных организациях, которые занимаются проблемами насилия. Да. В основном женщины обращаются в эти центры. Есть кризисный центр при Ассоциации женщин Абхазии. И есть много общественных организаций, куда люди все-таки обращаются. Вы знаете, у меня был такой случай, когда депутат парламента ко мне обратился вот с таким случаем. Просто они не знали, что делать. Да? Депутат обратился уже после того, как были различные обсуждения, переговоры с родственниками, с семьей там, да, и так далее. Даже сельская, да, община как-то собиралась, но вопрос не был решен. А проблема была в том, что там просто муж избивал жену, и более того, он просто чуть ли не ставил на раскаленные угли и так далее. И проблема была в том, что никто не мог решить и справиться с этим, никто не мог его остановить. Да? И это говорит о том, что те механизмы, которые существовали в абхазском обществе, да, при решении таких проблем, они сегодня не работают. Если можно решить эту проблему теми формами, да, и теми способами, как это решалось в абхазском обществе, я думаю, что это никто не отменит, да, но это то, что регулируется обычным правом. Но эта проблема должна регулироваться государством, поэтому должен быть закон. Проблема домашнего насилия, он имеет такой систематический характер, и это должно быть зафиксировано. Закон, который мы представили в парламент еще в 2020 году, до сих пор даже не рассматривался в комитете, не говоря уже о том, что он не принят. И мне кажется, что это то, что безотлагательно надо решать. Если мы знаем, что есть люди, которые нуждаются в помощи, люди, которые постоянно находятся в таком стрессовом состоянии, люди, которые беззащитны, да, мы знаем, что такие люди существуют. И получается, что все общество как-то безразлично, так не должно быть. Не должны люди оставаться без помощи государства в этом случае. Говоря о статистике, я должна сказать, что даже в наш офис очень многие, да, обращаются женщины. Часто это связано с тем, что они страдают от насилия, и потом дети часто страдают в этих семьях. Часто это даже происходит. Дети страдают больше, потому что выясняют между собой муж и жена свои отношения, а дети оказываются, что первыми жертвами этих отношений оказываются дети. Мы должны думать и вообще благополучие в целом семьи, да? Не рассматривать, что в таком контексте, что это там муж и жена сами этим разберутся. Нет, мы должны рассматривать в таком контексте, что это семья, и там есть дети, и дети должны расти в благополучной, да, здоровой атмосфере. И в этом случае, я думаю, что просто надо бить тревогу. Статистика на самом деле она такая, тревожная. Это при том, что не было таких серьезных исследований. Но говорить о том, что этой проблемы нет, мне кажется, это не просто лукавить, но даже это просто уходить от ответственности. Я очень надеюсь на нынешний созыв парламента, что они вернутся к этому вопросу в ближайшее время. Слава Богу, законопроект есть, он готов, его можно доработать, никто не говорит о том, что не надо его трогать в том виде, в каком он есть, нужно принять.
надо доработать, может быть, и так далее, но он должен быть принят, потому что без этого закона не может быть адекватного реагирования на эту проблему со стороны правоохранительных органов в первую очередь.